Я действительно аплодирую Израилю, ведь они делают то, что не делает ни одна военная сила в мире. Я слушал Бена Шапира и Рона Десантиса, и они говорили, Израиль — это единственная военная сила в мире, которая предупреждает мирных жителей перед тем, как взорвать их. Блин, как же это мило! Какие же они молодцы! По этой логике, если бы российские войска начали бы предупреждать украинцев перед тем, как наносить удары, у вас не было бы проблем с Путиным, так? Окей, Хабиби, ты предупредил их, можешь захватывать. Все хорошо, ты выполнил свою задачу. Министр обороны Израиля сказал, это человекоподобные звери. И Бен Шапира должен был знать, что задолго до Холокоста, до того, как евреев бросали в газовые камеры, нацистская пропаганда называла их крысами. Будучи человеком, я против того, чтобы людей бросали в газовые камеры, но крыс... Можно убивать их десятками, несколькими тысячами. Это же крысы, человекоподобные звери, которые живут в открытых канализациях и обезглавливают малышей. И благодаря такой пропаганде, мистер Морган, тот 70-летний мужчина, в Иллинойсе нанес 26 ножевых ударов 6-летнему палестинскому ребенку, хотя они, бывало, играли вместе и были друзьями. Но он промаршировал в их квартиру, ударил ножом мать и зарезал мальчика, выкрикивая «Все мусульмане должны умереть». Понадобилось 80 лет, чтобы поменять слово «еврей» на слово «мусульманин», а потом вы еще взваливаете вину на нас. Проблема в том, что Израиль всегда строит из себя жертву, но я никогда не видел, чтобы жертва осаждала своего угнетателя и бомбила 24/7. Израиль хочет, чтобы вы верили в то, что она жертва. Иметь дело с Израилем очень сложно. Ты как будто находишься в отношениях с нарциссическим психопатом. Он насилует тебя, а потом делает вид, что виноват в этом ты. Вы считаете Израиль каким-то суперменом, но это на самом деле Хомлендер. Клянусь Аллахом, они стреляют в рыбу в бочке, а потом злятся из-за брызгов.